Сегодня в Ахмеджите открылась выставка «Крым с любовью», на которой свои работы представили лучшие мастера современного крымско-татарского декоративного искусства. Экспозицию посетили ценители настоящего искусства и поклонники мастеров. В восторге, конечно. Я рада, что наша культура вот так развивается, и надо показывать наши работы, наши вышивки. Все люди, чьи работы здесь представлены, они все очень талантливые, достойны восхищения, любви. Сегодня для меня большой праздник. Наши мастера удивляют нас каждым годом все больше и больше. Мы каждый раз просто вдохновляемся этим всем. Это кусочек лета, кусочек вдохновения. Когда мы их видим, нам все равно на душе тепло и уютно. Крым с любовью. Почему название такое? Ну, потому что мы много ездим, мы мобильные. Когда у нас пленэр, мы ездим по окрестным селам, видим нашу потрясающую природу невероятную. И мы в полном восторге находимся. И вот этот вот восторг передаем в своих работах. Плюс в этом году у нас была еще тема такая. Кроме того, что мы старую архитектуру находим и ее показываем тоже вот внутри нашего пейзажа и среды, показать сегодняшнее состояние. Наш народ очень бурно развивается. Вот эта вот активность мы пытаемся передать и в своих работах. В экспозиции «Крым с любовью» можно увидеть вышивку мастеров творческого объединения «Арслан» и более 50 работ художников проекта «Крымский стиль». Выставка стала результатом 4 пленэров, которые проходили в Судаке, Карасу-Базаре, Озимбаше за последние 2 года. Каждая работа отражает любовь к родине, ее истории и современному состоянию. Представленная данная работа изображает село Тохлых Судакского района. Примечательно тем, что там восстановлена джами, старая крымско-татарская джами, и дом, который на переднем плане, он выстроен на старом фундаменте предков семьи Дилаверага. Eski bu Ozimbaş'ın, küçük Ozimbaş'ın songi evi. Bu halkın anda çok Tatar evleri var idi. Şimdi bu songi evi. С помощью изображения, с помощью символичного изображения старинной архитектуры я попыталась выразить свою любовь к Крыму. И эти работы, в которых я пыталась это сделать, они представлены здесь, на этой выставке. Вдохновляясь крымской природой и крымской архитектурой, каждый из нас выражает в своем стиле свои ощущения, полученные от природы. Выставку «Крым с любовью» можно посетить в библиотеке имени Франко до конца декабря.